Министерство финансов Коми продолжает работу по балансировке бюджета на предстоящие 3 года. Предварительные параметры главного финансового документа рассмотрели в Государственном совете республики. Год стал непростым для региона, доходная часть значительно снизилась, а потому предстоит сокращение и расходов. Приоритетными и неприкасаемыми остаются по-прежнему социальные обязательства. Ольга Коняева подробнее. Пандемия стала вызовом для бюджетной системы республики. Спрос на нефтегазовые ресурсы упал. А потому, как и другие добывающие регионы, мы потеряли в доходной части. В итоге республика получила в 2 раза меньше по налогу на прибыль. Это минус 15 миллиардов. На ближайшие 3 года бюджет пока планируется с дефицитом. Несмотря что бюджет сложный, мы оставили индексирование расходов, именно мер социальной поддержки, повышение заработной платы и те социальные обязательства, которые есть у республики перед населением, они будут выполнены в полном объеме. Также основной приоритет при формировании бюджета на 3-летний период у нас являлось это национальные проекты. Это те основные цели и задачи, которые определены президентом, они нами будут выполнены, и финансовое обеспечение в бюджете будет предусмотрено в полном объеме. В этом году колоссальная сумма в регион поступила из федерального бюджета, в том числе и по просьбе главы Коми. Всего 25 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, обновление дорог, на социальные выплаты и содействие занятости, переселение из ветхого жилья, ассигнование на классное руководство и бесплатное питание детей в школах. В то же время и бюджет региона понес непредвиденные расходы, изменения вносили оперативно. На развитие авиасообщения, здравоохранение и поддержку муниципалитетов. Это не только привычные дотации на выравнивание, увеличили гранты на развитие, а также республика возместила недополученные в связи с коронавирусными ограничениями доходы. Конечно, в этом году у нас существенный произошел рост именно поддержки местных бюджетов, то есть она достигла 30 миллиардов рублей, то есть действительно колоссальные вливания произведены в местные бюджеты. Один из эффективных финансовых инструментов – инициативное бюджетирование. Жители Коми активно участвуют, и результат, как говорится, налицо. А потому на реализацию народных проектов запланировано в 2 раза больше – 266 миллионов на 2021 год. В то же время финансирование некоторых программ сократится. Мы снижаем на будущий год программу формирования комфортной городской среды, поддержки городской среды на 2,4 раза. Почти с миллиарда до 300 с чем-то миллионов, да, что не может не коснуться наших муниципальных образований впрямую, потому что эта программа признана достаточно эффективной, она работает, она действительно стала приносить свои плоды, люди это увидели в городах и районах наших. Депутаты предложили пересмотреть эту статью расходов. Но дело в том, что на программу «Комфортная городская среда» в 2020 году регион добавил дополнительные средства из своих финансовых резервов, которых не будет в следующем году. И если где-то не сократить расходы, придется еще увеличить объем заимствований, а это и дополнительные траты на обслуживание госдолга. Контрольно-счетная палата предлагает не допускать увеличения расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования, и принять меры по недопущению роста объемов заимствований, в том числе за счет привлечения более дешевых бюджетных кредитов и замещения ими дорогих в обслуживании кредитов коммерческих банков. Балансировка бюджета далась нелегко. Расходную часть сократили на 6 миллиардов. Дефицит на предельной планке 15%, но снизить этот показатель значит урезать еще. Пока нет точных данных по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета, а потому суммы в главном финансовом документе не окончательные. Министерство финансов продолжает работать над повышением сбалансированности бюджета региона, а правительство Коми в поиске новых возможностей развития и источников доходов для республики. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.